Ребятушки, всем привет! Раннее утро, клевое настроение. Знаете почему, ребят? Потому что на рыбалку сегодня едем с ночевой на лесную речку, далеко-далеко. Так что сегодня будет здорово, классно. Будем отдыхать, рыбачить. Добрался до поселка, не стал снимать выход, поездку до поселка. Ну, приехал. Так что сейчас в поселке Первомайский, на своей родине. Женька уже греет мотособаку, грузимся и отправляемся в путешествие. Ребят, смотрим, не пропускаем. Вот такой караван, ребятушки. БТС 15 Женькин. Вот такая мотособачка. Сегодня нас повезет в тайгу, далеко, на лесную речку. Пару саней, бензина, пилы, все как полагается. Женька упакован серьезно. Это его рюкзак, палатка, это ключи с гайками, это в любом случае ящик. Короче, сам БТС чехольчиком, бензин, едем далеко. Здесь буду сидеть я, там мои вещи. Здесь мой рюкзак с вещами также положил. Ну и здесь основное это буры, пилы и, короче, все остальное. Ну, ребят, выезжаем потихонечку. Вот такой караван. Мы как бы и будем не одни, еще ребят поедут. Так что потихоньку выезжаем. Будем далеко, до лесной речки добираться. Ну, вот как-то так. Высаживался по закупочным местам и погнали.
Добрались до речки, ребят. Вот наша таежная речечка. Протекает маленькая река, небольшая. Ну, рыба есть елец, щука, окунь. Ну, рыба разнообразная. Даже есть хариус, харюзовая река. Ну, в последнее время с хариусом беда. Женька пошел пробить тропу на баню, на избу, потому что сегодня будем ночевать. Вот он пробивает дорогу. Дороги нету, на баню никто не ходил. Ну и темно, мы первые. Ну, сегодня приедут друзья, знакомые. Так что будем не одни на льду. Ну, возможно, кто-то еще приедет, потому что выходные. Народ все равно будет. Место как бы не такое уж далекое сильно и известное. Так что здесь будет кто-то в любом случае. Ну, пока Женька пробивает, пойду посмотрю обстановочку, что да как. Вот тут яма интересная. Сегодня здесь будем рыбачить, смотреть, отдыхать. Что, ребят, не люблю на мотособаке, когда едешь сзади, но до рыбалки добираешься и просто весь в снегу заметает ужасно. Но как сделаешь, зато быстро, комфортно. Раньше вот это расстояние, помню, ходили пешком, еще пацанами, по лет 14 было нам. Я просто сейчас представляю, какие расстояния мы проходили, это просто жесть. Ходили, да, и с ночевой, и на 2 ночи ходили на лыжах. В минус 30, я помню, блин, сейчас как вспомнишь, как это мы все ходили, так еще вот с Первомайска, с дому я вот ходил. Таскал брата своего, Кируху, двоюродного. Он на 4 года вообще младше меня, он вообще пацан был. Как представлю, какие расстояния мы передавали, но это просто жесть. Из-за этого, ребят, я о чем говорю, то что рыбалка не может понравиться, не можешь ты ее полюбить, это надо болеть ей с детства. Потому что вот так возьми 30-летнего мужика и потащи его на рыбалку, и он скажет, да, все, это мое, я буду рыбачить. Ну нет, может он будет ходить рыбачить, но любить он так ее не будет, как вот кто ходит с пацанских времен, кого приучил отец, дед. Это так-то так. Так что у кого есть сыновья, дочки, ребят, таскайте на природу с малых лет. Пускай любят это удовольствие, это вот этот отдых, активный такой отдых, то что сейчас такое время, компьютеры, прогрессия, дома, короче. А вот, ребята, вот здесь провести выходные просто без связи, без ничего, но это самое просто, что ни на есть, просто мощная тема. Так что, ребят, я думаю, это правильный маневр. А у меня дочь, ей 5-й год, я уже его возил и за грибами, и как-то так, ну, конечно, такие отдаленные и там дальние походы я еще не устраивал, но чем дальше, тем серьезнее и будет страшнее, я думаю. Так что, ребят, давайте делаем вещи, пускай дети понимают и принимают тайгу, природу, как она есть. Они сидят в 4 стенах и за компьютером, там, в каких-то игровых сетях там, и так далее и тому подобное. Так что я думаю, это будет все правильно. Приехали на избу, посмотреть, как дела на избе. Все вроде нормально. Нары, стол. Сразу посмотрели, дрова. Сейчас напилим дрова и потом на лед. Печечка. Ну, короче, такая изба. Новая еще. Вот такая нормальная изба. Можно здесь жить, ночевать. Женька лопату привез. Сейчас все почистим и на лед. Почистили снег на избе, ребят, вот здесь. Я немного обкидал баню. Все, Женька разворачивается. Поедем на лед, на рыбалку. Так, ну что, съездили на баню, посмотрели баню. Все четко, все хорошо. Сейчас собираемся. Идем на лед. Приехал Саня. Так, рюкзак. Где-то штатив. Бедолага. Весь в снегу. Новый кан. Так, Женьки инструменты. Такой кан, ребят. Хигаши. Прикольная штука. Как сумка, потом попозже покажу. Заказал себе как сумочку.
Опа. Ну и все, на лед. Погнали. Будем рыбалить, будем искать рыбу, что-то добывать. Короче, смотреть. Небольшая яма, лесная речка. Опа. Ну, сегодня здесь будем рыбачить. Сегодня-завтра жерлицы поставим. Короче, нормально. Листы же летают. Что-то надо дать, походу. Просит. Так. Ох ты, фига себе, стежочек идет. Попьем чая. Пробовал разбуриться здесь немного. Но пока тишина. Чайку попьем. Будем бурить ту сторону. Посмотрим. Ну, попрощай-ка. Надо что-то дать ей. Что-то у меня хлеб там выпечка была. Надо дать. Пускай поест. О. Сейчас дам что-нибудь. На. Через пакет клюет. Пока ловим живца, ребятушки. Народу приехало. Нормально так. Не клюет, бля. Ах ты. Нахуй я здесь, блядь, переносил все удочки, блядь. По 2 штуки клюет, блядь. Ну иди к своим. Раз тебе не нравится. Что, ребятушки, время к обеду. Ну, не клюет, сильно не клюет. Редкие поклевки. Я часа 2, наверное, вообще поклевки не видел. Женька с утра палатки поймал немного, штук десяток. Сейчас ловим живца. А, кстати, ставил жерлицу он. Поймал мелкую щуку, но отпустили. Ну, короче, поклевки редкие, сильно не снимаю, потому что, ну, поклевку заснять вообще нет смысла. Так, иной раз средний елец попадается. Ну, ловим живца на ночь, порасставляем жерлицы. Сейчас что-нибудь перекусим. Синички летают, снег идет. Вот на яме столько народу. Сейчас тоже поставлю жерличку. Живца немного половили. Так, для разнообразия, может, щелкнет какая-нибудь. Возьму, поставлю. Так. Все замерзло, блин, заледенело. Мелкие, да, не крупные.
А? Мелкие, не крупные, да? Да, а тут такие есть. Да. Ага, хватает. Они выходят, обрывают мормышки тоже. Сейчас мы тоже поставим куда-нибудь. С осени 2 штуки поотпускала. Ага. Так и есть, маленькая щучка, ну. Ваня. Куда я поставить? Куда поставить, что ли? Только поставили. Только поставил, ребят, сразу сработочка. Ну чё? Ну чё? Вот сколько техники. Вот такая собачка. Модуль такой интересный. Это у Женьки каравай. Отличная техника для рыбалки, вообще тема пойдет. Снега завалилось. Дела у нас здесь. Ну что, живца поймали, в принципе. Вечереет. Видно, что мороз идет. Завтра будет минус 15. Ну, поедем сейчас на другую яму ставить жерлицы. Вот. Так живца поймали. Так в прилове попадается средний елец. Ну, крупного сегодня нету. Хотя пацаны говорили, и Женька говорит, что здесь средний елец это еще как мелкий. Хорошие здесь, хорошие ельцы попадаются. Но сегодня почему-то не важно. А так мужики там надергали немножко. Ну, тут своеобразную снасть надо иметь. Длинный поводок, вот Женя рыбачит. Вот у него еще более-менее что-то поклевывает, а у меня что-то вообще не важно сегодня. Ну, поставим жерлицы на щуку. Может, щука порадует. Сейчас надо собираться будет потихоньку. Дрова, топить баню. Короче, бытом надо будет немножко заняться. Ну, в целом как-то так пока. Смотрите, ребят, синички вот эти, которые летают. До того озверели, что вот клюют рыбу. Офигеть, блин. Вроде не хищники. Просто жабры выклевывают. Так, ну что, собрались. На этой яме оставили 3 жерлицы. Ну, всего лишь 3, потому что здесь Женька с утра поймал небольшую щуку. У меня 2 раза хватало. Ну и сами видели у мужика какая щука была. То бишь сантиметров 20 такая щучка. Ну, куда ее? Вот она тут такая живая. Женя говорит, здесь не будем расставляться. Поедем на другую яму. Там есть налим, есть щука. Может покрупнее что и попадется. Оставил стульчик, удочку, балансир. Женька оставляет бур. Я и беру бур с собой. Женька оставил палаточку. Подвесили рыбу. Ну, в прилове где-то килограмма 1,5. Некрупного яйца такой, средний. Ну, есть пару экземпляров более-менее. Ну, сегодня этот день посетили живцу. Посвятили. Сейчас едем, не теряя времени. Расставляем жерлицы. И едем заниматься бытом. А завтра уже в палатке в минус 15 будем Жене сидеть, кормиться и ловить ельца. Сегодня вот такой день у нас. Заезд.
Готовим избу, ночуем, ставим жерлицы и завтра уже рыбачим. Так что погнали. Так, живец есть, ребят, живца наловили, нормально. Так что все, вперед. Пацаны пошли. О, здорово. Пацаны пошли домой, а мы, ребят, на свой дом. Избу. Налево, нам направо. Ребят, красотища, смотрите, какая красотища. Зимовья. Сейчас Женька занимается дровами, поедет на мотособаке, пильнет какую-нибудь сушину. Кстати, у нас закон в Республике Коми: можно завалить сушину без лесника, без всяких документов. В России этого нету, а у нас в Коми это нормально. Так, живец. Кстати, где-то вода здесь, Женька, да? Практически не замерзла. Так, кан потом покажу, расскажу все за него. Пила. Так, и Женька пилу возьмет. Топор я ему тоже оставлю. Женька, жестянка будет нужна тебе или Наверное, нет. оставим здесь? Я на всякий случай взял. Нет, ну такие вещи в тайге они всегда нужны, блин. По весне, может, еще не раз приедем, может, на 23-е сына возьмешь. Оставим, да, у меня как бы дома хватает. Отдохнем тут также, что. Так, это я понял. Это сюда. Женька, ну пила, топор тебе оставлю, мало ли что. Съездишь, я не знаю. Беру и топорик, я эти сами уберу. Теми санями пойду. А, да, эти уберешь. Ладно, все, я, короче, быстро топлю печку. О, Женька лампочку повесил. Красота, сегодня свет будет у нас. Вот так. Все, я быстро топлю печь, растапливаю. Есть сухие дрова. Быстро растопим, и будет огонь. Так, баллон замерз, но ничего страшного. Сейчас быстро топим печь. Дровишки есть, ну, Женька,
Сейчас привезет и нормально будет. Так что дрова мы заготовим в любом случае. Это крупно. Поменьше надо что-то. Дров тут вообще, скажем, валом, блин. Так, сухостой надо будет наколоть. Да, к вечеру мороз бахнул. Нехилый. Завтра пятнашка. На речке будет градусов 20, наверное. Но есть палатка, так что не замерзнем. Так, печку растопили. Все нормально, все аккуратно. Печка пошла. Шкварчит. О, огонь. Все, сейчас занимаемся дровами. Дров тут, Жень, тут дров на 2 недели хватит, по идее. Ну, что, пила есть, пильнем сырых чуть-чуть. Вот так вот клево, вот так нормально. Сейчас Женька подъедет, грузанем дровишки. О, пойдет. Надо было уже не подальше чуть отъехать. Ну, тут сюда кидать буду, будешь складывать. Чтобы там пенек неудобно будет. Куда-то понесло меня? Понесло, да? Не в ту сторону. Понесло. Вон сухая, вообще гольная. Ништяк. По возле избы пильнем еще.
Там, Жень, смотри, сколько этот потащишь. Много, немного. Слушай, плёт полез спокойно. Спокойненько, да? Давай. Так, ну тут еще. Так, ребят, ну что, дровишки заготовили. По 100 грамм выпили Женькой за рыбалку. Идем на лед, расставлять жерлицы. Здесь яма. Наконец-то снял балаклаву эту. Очень неудобно в ней. Борода чешется. Но зато тепло, зараза. Без нее бы щеки отмерзли. Ладненько. Печка топится. Банька все шептает. Красота. Идем, Женька, на лед. Вот здесь яма. Вот здесь сейчас расставим жерлицы. Возможно, скатился налим здесь. Налима здесь ловили. Но воды здесь, конечно, море. Надо как-то жерлицы расставлять по уму, потому что ночью минус 15. Потом жерлицы просто не достанем. Все. Спускаемся на лед. Идем. Женька ставит жерлицы. Такая луна лезет. Мороз наступает. Воды на лед, ребят, очень много. Вот так. Вода какая-то грязная. Хрен знает. Будет учёт, не будет. Ну, поставим все равно. Женька полонца выловил. Заболотилось, короче, здесь, да, все? Да. Полонцы плавают. Иди. Плыви домой. Нормально? Это вода желтая, да? Слушай, зеленая какая-то. Реально. А запах? Для чего это может быть? Не знаю. Вроде одна река. Да, это она и есть. Она и пахнет. Сразу такой духан пошел, блин. Тоже, кстати, хочу на плетеночку поменять. Ага. Что, нормально? Не путается ничего, да? Нет, отлично. Да, тогда на 4 килограмма ты вообще там даже. Да. Без церемонии, блин. Пробился. Да, воды тут, конечно же. А что, банки согрели, сейчас нормально. Ничего не говори. Ну да, морозик идет. Небо чистое. Чистое небо. Оп, сразу же. С подъездом. Ну, в принципе, ничего такого. Не понял. Ну нафиг. Что, мало думаешь? Думаю, мало. Нет, такие есть. Такие, да. Подо льдом небольшая глубина. Ага, ну, Ну это ничего страшного. это же нет, слушай, это самое то. Потому что я на ямах сколько ставил, там вообще никогда. Только на Ну, мелководье. по весне точно знаю, на мели. Под льдом сантиметров 20 самое то. Пошел. Все, работай. Поставили, ребят, жерлички. Сколько мы, Женька, поставили там? 11 штук. 5, 13 штук. Всю яму обкидали. Ну, смущает то, что запах слишком такой идет и вода желтая. Но все-таки река, на этой яме ловили щуку крупную. Почему не поставили на той яме? Потому что на этой яме крупная щука. Ну, с килограмм, то и больше, а там мелочь одна. Вернулись на баню. Заготовили дровишек. Вот так. Чтоб чужие сухие не тратить. Все у нас под контролем. Чтобы было. Так. Штатив сохнуть. Кан сохнуть. Это все сохнуть. Надо подложить. Ну что, господа рыболовы, все, можно сушиться, развешиваться.
Рюкзаки бур занесли. Дровишки заготовили. Дрова сохнут. Здесь дрова. Вода у нас есть. Сейчас разденемся спокойненько и будем отдыхать, готовить ужин. Короче, общаться, разговаривать, балдеть. Сохнуть. Много снега. Не знаю, ребят. Так, в целом-то все нормально. Ну, в плане отдыха, в плане комфорта, а вот по рыбке пока непонятно. Ну, завтра мороз, завтра в палатке будем сидеть с Женькой, пробовать ловить. Короче, как-то так. Ну, такая рыбалка таежная. Ну, интересно, прикольно. Своеобразный отдых. Наедине, с тайгой. Конкретно в глуши. Короче, нормально, ребят. Так, ну что, мы на избе. Печечка топится у нас. Водичка. Будем кушать готовить. Дровишки, ну, на ночь себе сырых сделали, чтобы жарко не было и они тлели более-менее. Вещи все сохнет, буры. Тут полянка, ну сейчас мы немного отдыхаем. Тут лампочка у Женьки, вот пару банки, все заряжается, камеры, все нормально, все четко. Сейчас приготовим кушать, покушаем, посидим, пообщаемся. Такая изба, ну такая проходная, как бы. Ну все равно, в принципе, мне нравится, новая еще она хорошая. Вот так. Тут даже он все к свету можно что-то придумать. Женька лампочку привез. Пару баночек работает. Нары. Ну, тут пятером можно спокойно ночевать. На улице морозик. Видно, завтра будет морозная рыбалка. Ну, у Женьки палатка. Говорит, в гости, если что, зайдешь ко мне, не будешь морозиться. Так, сейчас приготовим кушать, посидим, отдохнем. Нормально все четко. Так, ребят, с Женькой решили что-то отварить макарошки и немного приколюх. На печке стоит водичка, там она не видно, ну, для макарон. Ну, а здесь, чтобы было быстрее, взял газовую горелку. Так как не пешком идем, Женька привез. Мотособака, конечно, тема вообще. Будем готовить на плиточке. Пускай она работает. Все-таки техника должна работать, а не возить ее просто так. Пускай она двигается. Так, сковородка у меня есть, но мы с Женькой вдвоем, сковородка небольшая, тут на избе есть сковородочка, в принципе нормально, чистенькая, сейчас чисто протру ее и все. Где-то есть туалетная бумага, на бане становится теплее, немного приоткроем. Пол видно, что начал хоть сохнуть пол у меня. Так. Женька сейчас забодяжим горячего. Сядем, посидим, пообщаемся. 100 граммчиков выпьем и на боковую. Так, это сюда. О, пойдет. Масло специально взял. Ну, это на избе оставим, потому что такие вещи домой не уносятся. Второй человек придет и уже будет масло. Никогда не понял, что домой забирают. Не должно быть так. Сахар, такое вещи надо оставлять. Мало ли попадешь, техника сломается или еще что-то, хоть переночуешь нормально. Так, взял, ребятки, фаршик такой. Ну, это наш местный сытывкар. Правда, он что-то растаял, потом замерз. В рюкзаке весь помялся, блин. Ну, как бы упаковка нам не нужна, нам нужна что внутри. Сейчас распакуем. Фарша нам Женька как раз будет по бане покушать. Давай. Ух ты. Ребят, смотрите, сколько фарша. Такая котлета. Так, это к печке сожгем все это дело. Так, вот полотенышко, ребят. Конкретно все как в лучшем ресторане. Кстати, взял колбасу от Илюхи, посылочка, которая ко мне приходила. Илюха, тебе еще раз лайкосик, спасибо тебе, родной. Колбаска твоя в тему. Так, ребят, надо это все дело быстренько разворошить, чтобы не получилась эта котлета. Газ надо чуть убавить. О.
Вот тут еще видно, что заморожено. Сейчас, Женька, покушаем конкретно. Так, ну, сейчас пока разломлю. И потом продолжаем. Ну, фаршик у нас вот в таком состоянии. Все. Женька сегодня вообще отлично пообедал. Взял такой, ребята, овощной рагу. Ну, тут, короче, всякое разное. Всякие баклажан, морковка, там, туда-сюда. И овощи будут полезны. Потому что мы не просто будем макароны с мясом есть, а немного овощей. Это будет здорово. Вот, ребят, как выглядит, я сейчас покажу. Видите, они заморожены. И просто они нарезаны. Недорого стоят. Но это мне жена как бы заморачивается. Я на рыбалку собираюсь, открыл холодильник, морозильник. Что понравилось, то и взял. Как бы не планируем никогда ничего готовить там. Можно было яйца, конечно, пожарить. Но сегодня у нас вот такое будет блюдо. Красивое, праздничное. Рыбалка — это всегда праздник. Ну, для меня лично, и для Жени это точно 100%. Мы едем, отдыхаем, балдеем как бы. Вне зависимости от того, что мы сегодня на избе. Рыбалки в принципе никакой не было, но не вернулись домой, там, не побежали к женам, там, а отдыхаем по-мужски, по-человечески, общаемся. Планируем планы на рыбалку, там, разнопланово. Запах поменялся, пока солить не буду, потом в конце все это мы посолим, макарошки туда добавим, прямо здесь водичку сольем и в целом все это затушим. И просто у нас будут макароны по-флотски, немного с овощами. Новое блюдо такое. Красота вообще, четко. Тут какие-то, короче, ребят, помимо вот этого, я так понял, вон, здесь все понятно, вот. Томаты, сладкий перец, морковь, кабачки, баклажан, лук. Вот. В данный момент здесь вот это есть. Есть еще другие, короче, пачки. Там какие-то всякие разные, там, брокколи, не брокколи. Ну, вот в данный момент вот такая. Не знаю, сколько стоит, но, в принципе, она заморожена. Едешь на зимнюю рыбалку, она в любом случае не разморозится. А вот так, хопа, кинул, они уже все готовенькие, все четко. И красиво, в принципе, получается. Так что готовим дальше. Макаронушки на печке у нас. Женька занимается мучными изделиями, так скажем. Женька, давай их не переварим, короче, а сделаем альденте немного. Ну, чтобы такие полутвердые были. Сковородки не дойдут, не будет такая каша, а будет красиво. Все, макарошки в теме. И вот все мы это дело туда. Макарон немного сделали, как раз Женька нам покушать. Еще и позавтракать, я думаю, останется. Ну, не знаю, сейчас так посмотрим. Целый день ничего не ели на морозе. Что-то все рыбу искали. Живца. О, в поисках, да. О, как раз. Сейчас все это перемешаем. Досолим, потому что макароны немного солили. Немного перца. Это в любом случае. Перец разгоняет аппетит. Убивает всякие разные вещи. Вот так. Душистенького немного. О. Все. Сейчас все это мешаю. Досаливаю. Немного томится еще на медленном огне. Сейчас, кстати, убавим. Блин, ну на избе мило дело готовить, конечно. Вот в полевых условиях баллон замерзает. Хотя в комментариях многие писали, что есть баллоны. Надо высматривать баллоны, чтобы не замерзали. Но они все равно будут замерзать. О, в принципе, нормально. А так, да, в походах, я думаю, нормальная тема. Просто на столе удобно, все не на печке, там все контролируешь, нормальная ситуация. Ну, сейчас мы, Женька, как это все отведаем. Я думаю, будет неплохо вообще, как дома. В баньке тепло стало, Ташкент. Ну, время еще, в принципе, ранее. Сколько у нас там время? 18:14, 7 час только вечера. А мы уже как будто, не знаю, уже прошло сколько времени. Ну, пораньше встанем на жерлице, посмотрим, что как. И рванем на лед. Отрыбалим сегодня еще. Ну, классно, ребята. Снимаем с плиты. Тут досточка есть. Опа. Все, гасим нашу. Вот так вот. Ну, смотри, Женя, он, короче, видишь, он в любом случае начинает, короче, когда готовится, он замерзает. Да, а когда на улице, короче, он еще стягивается. И вот, короче, вот так. Не знаю. Ну, взял вот такие баллоны, не знаю, разные, короче. В Визинге стоит, а этот 60 рублей, в городе стоит 160 рублей. Почему такая разница, я вообще не поняла. Хотя в ленте. Все,
плитку остывать. Но она, в принципе-то, и не нагрелась. Опа. Ну все, ребят. А-ля улю. Наша биглюме с Женькой. Сейчас будем питаться. Ну и тут все по-скромненькому. Майонезики, там, выпечка, хлебушек, как полагается. Ну, 100 грамм. Не без него. Как это в тайге, на баньке это в любом случае. Посидим сейчас, пообщаемся. Всем приятного аппетита, ребят. Давайте с нами тоже за ужин. Видишь мне. Ну это старые лохматые времена. Щуку вот эту морозят, сушат. Печки, ёпта, только. Печки топили щуками, блядь. Представляешь? Слышал, животных кормят, да? вот Ё-моё, налимы. да, это грязная рыба, это все, это Ну, это не чернота. как валюта, говорит, налимы там. Конечно. Ну, вот там. Вот. Да. Валюта, да, реально вот так, знаешь, там 3 налима, там коробок спичек, У дай. нас поймаешь, да. Елки-палки. Весь поселок знает, блядь. Налима поймал Женька. Да. А тут вон понял, да? Да. Ну, в сарае, говорю, вот так охапками лежат, печку топят, блин. Слышал. В Казахстане, блядь, говно мешать, чем нахуй топят. Мгм. Ну, сохнет, сушат, Ну. поленницы, дров-то нету. Мгм. Ну, кстати, говно горит, да, вот это реально. Ну, трава сухая, что, понятное дело. Давай проверим. Говно горит. А, кстати, вот говорю, лайфхак вот этот. Вот. Реально, поступить нечего будет, попробуй. С утра завтра проверим. С утра проверим, да? Нахрен его знает. Да не, оставим, что, мало ли что. Женька тоже понабрал тут, блин, пищи, в Казахстан Слушай, неделю я- поехали. Да. Нет, я быстро приготовление как бы люблю. Ну, без заморочек, правильно, да? Слушай, да, ты любишь заморочками, я люблю быстренько приготовить. Ну, Покушал, времени не не так, теряешь. не так полезно, но зато сытно, Быстро. быстро. Быстро, да, что? А что, реально быстро, так и есть, что? Мгм. Так и есть. Быстро, да, главное, что быстро. Ну да, то, что не полезно, ну не знаю, как бы, хрен знает. Ну, никто не доказал, что это не полезно. Ну Может, да. оно и полезно, хрен его знаем. Без пакета эти были. Ну так-то тема, да, ты реально, я говорю, иной раз с охоткой, знаешь, вот просто охота прям, бич-пакета реально. Ну, это да. Знаешь, вот так, что-то вот охота реально, вот, бич-пакета реально охота, знаешь, там просто тупо бич-пакета. Офигеть. Хотя вот в училище, да, вот это, только это, считай, получается, пельмень. Бывает, дети аж просят без пакета. Я не знаю, что Да? такое, блядь, что за, блядь, такое. Не знаю, у молодежи. Я реально, Что за желание такое, да, без пакета, вот хотим и все. Да, вот наваришь там, ну съедят половинку, да, допустим, и все нормально. И успокоились, все, и Всё, ничего да? больше не надо. Да. все, ничего не надо. Да, у меня такая же фигня бывает. Ну, вот. Раз в месяц, да, охота без пакета. Ну, я говорю, иной раз охота, я пацаны что-то на работе, да, знаешь, иной раз там на обед не пошли. Ну, бич-пакет, там кофе, там, пирожок какой-то, блядь, запах идет. Ну, блядь, ну, охота реально, дай хавану чуть-чуть у тебя, слышишь, просто реально охота, запах, блин. Ну, я знаю вкус его, я знаю, как он выглядит, как он. Просто реально охота, блин. Вкусно, да, иной раз, конечно. Базара норм. Тема Тут, нам. тут уже с вилочкой идет. С приправами, с Приправочкой. там, с луком. Сейчас же видел соусы какие-то вот эти, да? Да-да-да. Выдавливаешь там, короче. Слушай, тут лук сушеный, да? Я его как-то, ну, не стал сыпать сюда. Ну, Я его как-то взял, в суп сыпанул. Так няма вообще. Нормально, Я да? суп хаваю, блядь, лук. возьму. Что, друзья, поели, перекусили. Здорово вообще. Отдыхаем, Женька, сидим в избе. Времени вагон. Надо ложиться спать потихоньку. Ну, конечно, не до сна. Времени, потому что рано еще. Вышел на улицу, ребят, такая красота. Ё-моё. Кстати, немного обзора покажу, что возле избы творится. Ну, наш транспорт, на чем добрались. Такие березы, красавицы стоят. Изба, в принципе, новая, недоделана. Вот на предбанник пущены лаги, но не знаю. Или, ну, досок, походу, не было еще. Тут надо доделать предбанничек, чтобы дровяничок был небольшой. А так что, вот здесь костровище. Вот здесь в данный момент. Вот видно лавки, стол. Здесь еще лавки, стол. Там поленница дров. Ну, тут красиво, очень красиво. Такая луна светит. Красавица. Морозеет на улице. Попали под мороз. В целом, что, изба такая вырубана, аккуратно все сделано. Что. Проходная, можно здесь отдыхать. Ну все как-то так. Здорово, в принципе, нормально.
Завтра будем планировать рыбалку. Будем смотреть за и против, так что будем наблюдать. Так, не залазь. Доброе утро. Мы Женька проснулись. Сейчас чаем, пьем чаек. Завтракаем, заправляем термоса. Ну и на лед порыбачим. На улице похолодало. Короче, так, плохо спали. Уснули только в час, наверное, в 2. Время сейчас 7 час утра. Короче, маялись. Ну, что-то общались. Под утро только и уснули. Ну все, ребят, собираемся. Так, чаечек поспел. Поставили ведро большое. Да, заполнить котелки будет. Сейчас сухих дров поставили. Сейчас быстро все это сделать. А так, чтобы не ждать на печке плиточку. И чаечек. Ох, хорошо. Вот так вот клево. Вот так нормально. На печку поставлю, чтобы не остыл. Что там у нас, как дела? Женька заправляет мотособаку, готовит ее к выезду. Нормально все. Ну, сейчас завтракаем, собираемся, убираем мусор, с собой увозим, что сжигаем, прибираем баньку, помыл сковородку, кастрюльки, все уже. Все красиво. И путь дорогу на рыбалку. Сегодня будем рыбачить, смотреть, как мороз, не знаю. Может, клевать не будет еще хуже. Ну, посмотрим, жерлицы как стрельнули, не стрельнули. Не знаю. Все интересно, конечно. Ну, отдыхаем. Все, говорим пока избе, едем на рыбалку. Правда, мороз сегодня нормальный такой. Градусов 20, наверное, больше. Ну все, едем. Приехали на яму. Что на той ямы не сработали жерлицы. Ну, как правило, ночью щука не берет, но надеялись на налима. Так как ловили там небольшого налима. Но нет. Опять прилетели синички-людоеды. Я, конечно, в шоке, что синички едят рыбу просто жестко. Сейчас надо переправить жерлицы, и часов 9, как обычно, щука начинает брать. Но резкий перепад, я не знаю, сегодня вообще что-то будет. Короче, сейчас начинаем, проверяем. Как-то так, потихонечку. Саня залез к Женьке в палатку с чечками, вообще шикарно. Один елец Женьке попался. И все. Вот тут нормально. Саня приехал где-то в поселке 21. На реке где-то, ну, все 25, наверное, жмет. Ну, к обеду потеплеет. Но пока не клюет. Небольшой, да? Да, мелкий. Ой, вообще маленький. Угу.
Ну да, те кони-то посерьезнее будут. Что-то чем дальше, тем меньше. Можно живца поставить. Давай я как раз выхожу, схожу. Давай, что поставишь? Заряжу, да? Селедочка. Малосольная селедочка. Сковородочка уже. Это тоже на сковородку, да. Сработала жерлица, но не мотает. Не крупная щука, походу, опять. Сюда жерлица. Мелкая щука. Живец еле живой уже, блин. Мелкая щука. Сайр. Или окунь бьет, хрен поймешь. Что, ребят, не клюет. Утром маленько поклевало. Средний лес вышел там, штук десяток. И все. Одна сработка опять. Мелкая щука, там что-то гайки берут. Или окунь бодает. Живец уже такой уставший весь. Сейчас схожу пару поворотов, там посмотрю кое-что. Мороз. Палатки ништяк, а вот на улице уже не порыбачишь. Такой резкий перепад. Браница стала колом. Вот, иду спокойно. Вот такие дела, ребятушки. Ну, глухозимя, мать его. Стоят флажки наши. Не сработало. Не знаю. Утром не стали снимать, как бы, щука. Вот обычно с 10 до 12 здесь берет. А ночью надеялись на налима. Ну, ни одной сработки. Не знаю, отогрелся. Я сейчас пока лазил, блядь, подзамерз, блядь. Сейчас будет жара. Вот так вот клево. Вот так нормально. Смотришь, пацанов килограммами кормят лещата, знаешь. Ну там, правда, кормовой, он как бы не слишком-то дорогой. Стой, Андрюха, аккуратней. Давай. Ну все, сейчас будет рыбалка. Повыше? Пятно сделано или на дне? Пусть на дне. Текучка большая.
Ну да, ты правильно говоришь. Свежего крючка. Что, все опять же эта жерлица бьет и бьет. И хрен знает, что, как с этим бороться, блин. Как с этим жить, блин. Нормально Женька придавила. Живца надо, блин, ухо. Надо уже жилиться. Что такое непонятно, то ли щука, то ли окунь, то ли рыба-язь, рыба-кит. Третья за сегодня сработка, и все на эту жерлицу. Женька уже поставил здесь в упор. Может блесенку реально достать. Балансир не хочет, может блесенку будет. Сейчас пойду посмотрю, что есть у меня там. Приехали сниматься. А тут, ребята, оказывается, беда. Почему нам показалось такой запах воды болотистой? Снимаем живцов, а живцы мертвые просто. Живцы мертвые. Вот открытый рот, все, околевшие живцы. Короче, здесь мертвая вода. Ё-моё. А хотя в прошлом году здесь ловили. Почему мы ставочку сюда это и сделали? На той яме бьет мелкая щука, которую я подсечь не могу. Чисто ради интереса. Хотя Женька вчера одну взял. Вот как-то так. Руки прилипают к синему. Беда бедой. Вот мы лоханулись. Че, опять на глазах прям хлопнуло. Ё-моё. Живец уже все отбитый, просто наглухо. Четвертая сработка на нее. Живца поймать не можем.
На мотыля, Женька, понял. Угу. Подкормили, может, из-за этого. Блин. Если тебе надо, можешь подсадить на крючочек. Как раз будет в самый раз. Вот таких уже ты чё пойдет. Да, и левая сейчас твоя сторона заработала, слышишь? Это замолчало. Блин. Нету. Но живец, конечно, да. Не для этой щуки, походу, блин. Ребят, на обзоре хотел показать кан, так и забыл показать. Вот такой кан в сумочке от компании Хигаши. Отличный кан. Заказал себе. В чем преимущество? Здесь такие лопасти. Получается, кидаешь живца. Основное ведро под замком. Вот так. Ведро съемное. 7 литров. Ну, идет как сумка, получается. Также идет кармашек. Вот. Здесь получается ремень. Можно его отстегнуть. И относительно можно поставить на пояс. То бишь забродку, спиннингом там или харюза. Вот очень удобно будет. Классная тема. Очень понравился. Взял как бы его. Ну, грандиозную рыбалку на желице мы сегодня не получилось у нас сделать. А вот в плане сумочки вот так, опа, погнал. Очень шикарно. Очень нормально, мне нравится. Также сумка под рыбу можно будет, допустим, вот прям сейчас спущусь, покажу. Классно, здорово, придумано. То, что вот на ремень, да, очень удобно будет. Легкий. Вон, синички опять рыбу грызут. Я, конечно, в шоке, я таких синичек не видел, бля. Смотрите, что делают. Жабры прогрызают. И, допустим, вот так. Все. Рыбка у нас в сумочке. Вот так вот клево. Вот так нормально. Что, родные, вот и закончились 2 дня рыбалки. Хотели создать трофейную рыбалку, щучью, может быть на ливню, но с местом почему-то мы не угадали. Вода там вонючая, испортилась, короче. Не знаю, с чего это связано, а вот, короче, как-то вот так. С этим местом все понятно. Здесь рыбка поклевывает, не крупная, но всякая. В принципе, на жарежку наловили, как бы в целом отдохнули просто на 130%, ребят. Вот это я вам гарантирую. А так, мороз, вечер, мы выезжаем, отдохнули, просто отдохнули.
общение было. Кстати, тоже покупались неплохо и сразу же на рыбалку поехали. Ну все, добрались до поселка. Поселок дымит, вон видно мороз. Немножко осталось, остановились чуть-чуть. Река Сысола, переправа. Что, ребят, добрались до поселочка. Все у родителей. Сейчас позвоню домой, приедут. 2 дня рыбалки. Просто наедине с тайгой, без связи. Соскучился по всем. Походу потеряли многие меня. Ну, зато разгрузка просто достойная. Просто мороз, некомфортно где-то в тайге, без связи. Ломает немного, и, соответственно, это тебя делает сильнее, и ты как-то успокаиваешься, своеобразная движуха. Ребят, с моей стороны, счастья, мира, добра, любви. Глухозимье наступает. Ну, рыбку мы повидали, но в целом немного рыбалка не удалась. Ну, мы свое получили, что хотели, что как запланировали, так и сделали. Так что, ребят, всех благ. Дрюня на связи. Всем пока.